Let's go! Всем привет! Снова выбрались на рыбалку. Значит, находимся на Мокше в Рязанской области. Решили, что сюда мы уже в этом году приехали последний раз по открытой воде. Попробуем что-нибудь поймать. В принципе, не холодно на улице, ветра нет, осадков никаких нет. Не ожидается. И не ожидается вроде бы, да. Поэтому думаем, что рыбалка у нас получится. Смотрите, будет интересно. Поехали! Так, поехали! Оба! Ловись, рыбка большая и маленькая. Что-то вода прибавилась. Не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что это лучше. Лучше это, да? Хуже, да. Я так считаю, что когда воды много, это хорошо. Я делаю классическую проводку, а Саша с подбросами. Экспериментируем. Выматывай, Сань. Есть, ребятки, поклевочка. Опять с первой же точки. Судак. Хороший, братюнь. Он же и съел мою поролонку. Да, у Александра откусил хвост, а я его поймал. Да. Съем его, пожалуй, Саш, нет? Да не, Братюнь, ну может съем? он и так, он весь раненый. Может съем, братюнь? Не надо. Отпускай. Отпустить, да? Конечно. Видишь, он пострадал и так нахуй. Кстати, вот кто-то серьезный цепанул. Так, ребята, смена приманок дала результат, и по весам уменьшился. Бросали 22, поставил 18. Клюнул вот такой вот судачок. Килошечек, Да, ну, красавчик. Хочу его безумно съесть, но Александр мне не разрешает. Но Александр против. Да, как бы сказал, что больше не будет ездить со мной на рыбалку. Поэтому, ну, и рыбка раненая, как бы дадим ей шанс. Пускай она живет, подрастает, может быть, вылечится и в следующем году, да, прибавит в весе, и мы ее, ребята, с вами еще раз поймаем. Давайте, отпускаем его. Да, все очень хорошо. Значит, время у нас сколько сейчас? 10 минут 9. Первая постановка. Ну и уже вот две поклевочки. Одна результативная, и у Саши откусил хвост. Продолжаем, попробуем еще что-то поймать. Это крайняя рыбалка в Рязанской области по открытой воде. У нас, то бишь, на этом участке реки мы сегодня закрываемся. Завтра планирую, если все нормально будет, выбраться на Мокшу, значит, в Мордовии, там попробовать половить. Но это при стечении обстоятельств, если все будет хорошо. А мы продолжаем дальше. Поехали.
Произошла поклевка у Александра через заброс после моей поимки. Сейчас я быстро выматываю. Так, и мы смотрим, что у нас. Ну, давит судачок. Да. Ага. А щука? Нет, щучка. Да, смотрите-ка, с одного места держится и судачок, и щучка. Неплохое начало рыбалки. Да, свечку, нет? Нет, она не активна. Вода холодная. Дай лип-гриб, Серега. Опа. Ассистент. Так, ну, вот мы и обрыбились. Ну, тоже, да, ну, килограмм с небольшим, я думаю, под полторашечку где-то тоже есть. Щука вся в пиявках. Пиявочка, да. Пиявка. Да, поможем ей. Паразитов стряхнем. Ага, ну все, гуд. Да, под полторашку отпускай. Все, убежала, ребята. Ну, уже неплохо, уже неплохо. Началась у нас рыбалочка. Будем надеяться, что поклевки сегодня будут. Глухая поклевка сразу. Ну, понятно, что Ага. щуща была глухая. Что за приманка? Ну, селект. Ага. То есть и качество приманки достойное, как бы скажем, и цена очень приемлемая. Ага. Скажем, как расходный материал, я думаю, что... Ну, понятно. А я как дурак ловлю на кейтыч на дорогущий. Кейтыч, да. Продолжаем. Продолжаем. По берегу норка бегает. Вот в траве сейчас спряталась. Увидим, не увидим. Нет, все. Спряталась. Выброси. Приманка только приводнилась и хорошая поклевка. Но я думаю, щука, наверное. Давай, родной. Кто там? Щучка? Не знаю. Ну прям вот на первом подрыве приманки. Давай, покажись, красотка. Ух, ребятки. Ну да, где-то полтора. Да что-то, не знаю, там весы. Опа. О. Есть, ребята. Значит, началась какая-то изморозь. Камеру поместил в бокс. Наверное, похуже меня стало слышно. Продолжаем перемещаться. Значит, уже постановка 5-я, наверное. И долгожданная рыбка все-таки клюнула. Ага. Да. Да. Ну, возможно, это одна из наших каких-то, которую мы отпускали. Да, вот такая рыбка. Ну, сейчас попробуем взвесить ее. Ну, что-то здесь в районе полтора-два килограмма, наверное, да? Ну ладно, сейчас взвесим. Кило 900 с лип-гриппом. Да, ну то бишь где-то там кило 800.
Неплохая рыбка. Так, ну что, сейчас будем отпускать. Все, убежала, да, крутяк. Фух. Приманка только приводнилась, ну уже, наверное, приземлилась, коснулась дна. И на первом же подрыве произошла поклевка. Да, и нормально, щучка клюнула. Ух, продолжаем. Был небольшой дождь, снег, значит, но сейчас все прекратилось. Но камеру не буду вытаскивать из бокса. И какая тема? Видимо, из-за того, что прохладно, аккумуляторы быстро разряжаются. Так что будем включаться по факту, когда будут поимки, ребята. Все, продолжаем рыбалку дальше. Что случилось? Нападение. Значит, приманка только приземлилась. И так же, как у меня. А, в толще воды даже взял, да? Ничего себе. Смотрим, кто это. Судачок? Так. В толще воды взял. Маленький, но приятный. Как говорит, в степи жук мясо. Все, домой под коряшку пошел. Продолжаем. Поклевочка, ребят, очередная поклевочка. Нашли стаю леща, встали на нее и рыба крутит нас тут. Хорошая, слушай. О, лещ! Ребята, мы не ошиблись. Пожалуйста, смотрите, то бишь мы по эхолоту нашли стаю леща крупного. И поймали этого леща, он забагрился. Ничего себе. То бишь мы не ошиблись. Давай я спиннинг подержу. Да отпускай спиннинг, я тебя подведу. Поднимай сюда в лодку. Смотрите, ребята, вот на эхолоте была стая леща крупного, мы сразу как бы определили, и из-под него начали рыбачить. Ну, хищник не попался, но зато попался лещ, ребята, то бишь можно верить показаниям эхолота. Кому лещ нужен? Да, леща. Возьмешь? Давай возьму, давай. Ты его вон лип-гриппом возьми. Опа. Как тут его взять? Вот такие лещи. Под нами стоит целая стая крупного леща. Судак должен, но его нет. Да, ну посмотрим, может быть кто-нибудь его пасет. Вот такие лещи. Килограмм полтора, наверное, да? Или Да, ну, да. взвесь. Да, потом взвесим. Давай будем рыбачить. Ребята, все, отключаюсь. Попробуем из-под этого леща все-таки поднять хищника. Нагрузила. Стая леща. Не знаю, видно, не видно. Вот стая леща, одного из которых мы поймали. Весь бугор усыпан лещом.
Сейчас зайдем и еще раз попробуем на него встать. А вот и я, походу, забагрил леща, ребята. Ну или будем надеяться, что это хищник. Это лещ. Это лещ, ребята. Это лещ. То бишь мы встали конкретно под леща. Да, и пытаемся из-под него поймать хищника. Но уже подлещик, да, как бы. Но тем не менее, эхолот Лоуренс четко определил нам, как бы, ну, показал, то бишь мы поняли, что это лещ, и Это оказался лещ. да, вот так вот. Ну, сейчас сфотографируем и отпустим этого. Так, попробуем, еще покидаем. Так, ребята, у нас очередная поклевка. Лодку развернула, не вижу, но может хоть это не лещ. Ну, поклевка четкая была. Четкая поклевка, да? Ну давай, значит, все-таки эту стаю кто-то должен был пасти. Да, что лещ в рот еще взял. Лещ в рот? Нет, нет, нет. Так. А, щука. Щучка, да? Да. Все-таки щучка стояла, пасла это дело, ребята. На мандулу? Да. Самая зацепляемая приманка. Да, да, да. Или бить. Тактика работы, то бишь мы нашли крупного леща, большую стаю, и ее пасет все-таки щучка, и мы ее поймали. Коряшка где-то под нами находится. Перешли на, да, перешли на, Саша перешел на мандулу, правда я уже одну тоже оторвал, но результат налицо. Щучка пасет эту стаю леща. Да, да, да. Покидаем, ребята, еще здесь. Все, отпустили, рыба уплыла, супер. Что-то поменьше стало, нет? Что-то разбежался. Рыба есть. Покидали мы здесь, рыба осталась, но стая стала пореже. Одного щурка мы смогли с этого места поймать. Стая леща разбежалась. Все, поехали дальше. Осталось рыбачить 1 час. Может, сможем поймать еще одну рыбку какую-нибудь. Так, все, собрались уже уезжать. Решили сделать по 5 забросов. Сошла, да? Блин, и обидный исход. Ну, что делать? Ладно, продолжаем. По забросу сделали. Еще по 4 осталось и домой. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Как и все предыдущие рыбалки, она была трудовая, ребята, блин. Но все-таки нам удалось найти рыбу. Поймали, сколько там, Сань? 3 щуки. 3 щурка, 2 судачка и 2 леща, да, так скажем, забагрилось. Ну, неплохо. Было еще у Александра несколько поклевок, которые он не смог реализовать. Хороший скот был, да. Да, ну, тем не менее, мы остались довольны, ребята. Значит, с Рязанской областью, рекой Мокшей, мы прощаемся до следующего года. Ну, до зимы, наверное. Ну, по жидкой воде все, сюда больше на лодках не приедем. Приедем сюда уже с ледобурами, там с этими, с мормышками, с какими-то, если мне покажут, как это все привязывать, хочу попробовать. Поэтому, наверное, уже увидимся на льду. Хотя есть предложение от товарищей выбраться либо завтра, либо послезавтра на Мокшу в Мордовии. Поэтому подписывайтесь на мой канал и увидимся на рыбалке. Пока-пока.